Известный просветитель и богослов XX века Николай Сербский был убежден, что лучшим методом воспитания детей всегда служит личный пример родителей. В семье Предрага Божича и Юлии Павлюченковой, что живут в абхазском селе Адзюбжа Ачимчирского района, эту истину стараются воплощать на деле. Уже 5-й год 9 января, в День сербской славы, в этом доме собирают гостей, чтобы почтить святого Стефана, покровителя рода Божичей. Хозяин дома лично готовит барана на вертеле. В следующий раз нужно будет готовить уже 2 баранов, радостно сообщает он нам. Сегодня 50 человек придет, может больше, не знаю, без нашей фамилии. То хорошее. Я сказал Юлии, следующий год надо 2 барана минимум. Каждый год все больше и больше, все выше и выше люди узнают о сербской традиции, я больше узнаю абхазскую традицию. Это очень хорошо. Но сейчас делаем и параллельно барана, српскую еду и мамалигу, абхазскую еду. Наша суседка, майстер за мамалигу, на костре. Мамалыгу на костре в День сербской славы готовит соседка Тома, в которой всегда были интересны традиции других народов. Приглашают нас вот на этот праздник. Мне интересно было, как они делают, как жарят, как все. Но очень интересно, у них такой-то традиционный праздник. Вот у них вот приятный такой праздник. За абхазскую кухню в целом на сербской славе отвечает соседка Моника, которая своими руками готовит абхазский ачаш. Мы много лет дружим, поэтому нас приглашают, конечно, но это же христианский праздник, и он нам близок, поэтому мы прекрасно отмечаем праздник. У нас вот баранина будет на столе. Ну, абхазцев как-то больше говядина принята, а тут баранина. Это все-таки деликатес, это интересно, красиво. У нас и мамалыга будет на столе, и хачапуры наши будут на столе, и все наши салаты, все будет обычно. Но просто праздник посвящен все-таки славе, это сербский праздник. В День славы на столе всегда горит большая восковая свеча, и каждый присутствующий должен исполнить 2 важные обязанности – помолиться Богу за здравие живых и помянуть ушедших членов рода. Накануне готовят славский хлеб, тесто которого замешивают на освященной воде. И самое важное в трапезе – ритуал, который неизменен столетиями. Из рук хозяев гости угощаются освященным пшеничным зерном, каливом и вином. И только потом садятся за стол. Ешь колево. Ага. Хлеб могу на стол, да. Да. Сербская слава стала гармоничной частью нашей семьи, рассказывает хозяйка Юлия Павлюченкова. Семьи, которая сегодня растет, как оказалось, во многом благодаря своим традициям. Дети тоже растут и впитывают эти традиции, видят их и знают, что 9 января, собственно, задача с 7-го, начиная с Рождества, потрудиться, чтобы принять гостей. Более того, в этом году один из сыновей привез нам невестку домой. Конечно же, я обрадовалась, да, что семья будет расти, но разговаривая с ней вчера, когда мы резали салаты, она поделилась тем, что как раз в моем сыне ее привлекло то, что он очень традиционный. И что вот он рассказывал, какие традиции есть в нашей семье, и это было созвучно ее семье. Дети, впитав традиции, которые мы в них закладываем, и Абхазия тоже в них закладывает традиции гостеприимства, могут уже дальше передать эти традиции дальше своим детям. На абхазской-то земле. Особым гостем сербской славы в семье Божич в этом году стал глава русского дома в Сербии Евгений Баранов, который прибыл в Адзюбжу, по его собственному признанию, прямиком из Белграда. А это, пожалуйста, от Шон Калича. Абхазов, русских и сербов объединяет общность традиций, подчеркивает он. Вот хлебушек или да. Все в традиции, все в традиции.
Сердечная слава. Я сюда попал из Белграда, поэтому я не мог никак попасть в другое место. Для меня бесконечно радостно, что здесь, в маленькой Адзюбже, объединяются три мира. Абхазский, русский и сербский. Объединяются таким прекрасным образом, таким великолепным столом. У нас есть общность традиций, это очень важно. Казалось бы, что может связывать сербов с абхазами? Кавказский народ со славянским. Связывает. Мы ездим по стране, мы видим здесь очень много элементов, которые мы находим в Сербии, в горах, в горных селах. И мне кажется, что если сильно покопаться в каких-то обычаях абхазских, ты найдешь корни сербской славы. Хотя сербы считают, что, конечно, они единственный в мире народ, который так отмечает День своего святого покровителя. За несколько последних лет сербская слава в доме Предрага и Юлии гармонично обрастает уже своей небольшой историей, но главное, становится центром притяжения для многих людей. Первую славу мы делали в кухне, ну, в нашей там, да, так скажем, апатсхе, как бы, да, летней кухне. Потом мы делали в этом доме, который был еще совсем вообще не благоустроен, без камина и без всего. А сейчас уже здесь фотографии предков на стене, и много-много все благоустроено. А мне гости сказали уже сегодня, что они знают двух сербов, которые живут в Абхазии. И мы вообще удивились, что эти люди до сих пор не у нас. Тем более База ТВ каждый год показывает этот сюжет нас. И, в общем-то, сербы могли бы уже просто разведать и на нюх прийти на нашего барана. И в этом году у нас, видите, так и мамалыга, и баран, потому что в этом году 53 человека. Это мы тренируемся перед свадьбой. В этот день в Адзюбже шел дождь, но уже через пару часов праздника сербской славы он перестал, да и на сердце у всех гостей семьи Божич стало тепло. Как известно, в Абхазии всегда с уважением относились к традициям народов, которые проживают в ней. Просто потому, что лучшее в любых традициях объединяет людей, позволяя гармонично развиваться в этом многообразии. Рустам Зантария, Виола Кукускир, Абаза ТВ.